Так, время получается 5 часов 30 минут. Сегодня 17 число, -1. С вчерашним вечером ничего не поменялось. Давайте на улицу выйдем. Глянем, как там снежок был небольшой. Небольшой снежок. Ну, на улице так. Не скажу, что холодно. Терпимо. Снежок сыроватый даже. Сыроватый снежок. Сегодня теплее. Ощущение теплее, чем вчера. И до сих пор идет снег еще вот такой мелкий. Ну да. Сегодня явно этот теплее. Но это неплохо. В принципе, сегодня, значит, еще не будем выезжать. Будем бродить, искать. Бездельники отдыхают. Все нормально, просыпаемся. Ну, как просыпаемся? Я уже с 4 часов. 4 часа уже затопил печку. Чайник закипел. Кое-как, блин. Пришлось подкинуть еще дрова дополнительно. Вообще ужас эта печка. Мне бы выдержать эту зиму еще с этой печкой и все. Снесу, бля, слов нет. Привезу нормальную печку железную. Посмотрим, как он... Эта железная печка потом себя покажет. Ну, по длине, как будто вот я чуть-чуть переборщил. Приварил, на чуть-чуть длина будет. Ну да ладно. Все вы увидите, как говорится. Вчера, ребят, я вечером еще вот такую рыбу пожарил. Щучки самые вкусные они. И ну, один хвостик я вчера еще поужинал. Не выдержал. А так сейчас я буду завтракать. Умылся. Утро начинается. Даже смешно стало, когда про щучку говорил. Хвостик съел. Но знаете, я вчера... Почему так я смеюсь? Потому что вчера я так наелся этого супа. Блин, целую кастрюлю почти съел. Ну, и до сих пор мне хорошо. Сейчас позавтракаю. Пару кусочков рыбы. Ну, рыба это моя, действительно. Вот. Ловить не так азартно ловлю, как некоторые, но вот употреблять, кушать, это уже не могу стоять. Надо бы какие-нибудь морепродукты попробовать. Интересно, понравится, нет. Настоящее, не покупное, вот, как сказать. Она холодная, самое то. Горячая, невкусная она. Вот уже когда остывает. Морепродукты имею в виду, вот что в Японии готовят. В Японии там ловят, сразу в рестораны готовят. Ну, настоящие. Вкусно. Сейчас схожу к речке. Там уже видно будет. Насчет сегодняшних планов. Как мне быть. А дальше оставаться не будем. Если б знать, что уже не потеплеет, можно капканы ставить. Капканы примерно 3 дня. Тоже время. Не. Поеду. Не сегодня, так завтра уж точно поеду.
потому что надо съездить. Да и время сейчас для этих походов у меня минимум пока будет конец года. Да. Ну что, я завтракаю и сходим в тайгу. В принципе, погода вроде как нормальная. Может даже будет таять сегодня. Но хотя прогноз говорит, что холода идут. Жена посмотрела вчера на сайте. Жалко, интернета тут нету. Был бы интернет, вообще класс. Можно жить в лесу. Вот так. Ну все. Завтракаю, собираю вещи. Но уже светлеет. Ну, надеюсь, видно. Мешкать не будем еще хотя бы минут 15. Соберусь и пойдем. Рыболовные снасти тоже возьму. Еду сегодня больше возьму. Потому что на целый день фонарик возьму. Ну, посмотрим, как все будет. Этот фонарик оставлю, второй я взял. И термос побольше возьму. Сгущенку заправлю. Ну, разбавлю-то есть. Не знаю, сколько туда заливать. Примерно. Пускай так будет. Ну и примерно достаточно. Заварку чуть-чуть. Или не буду? Давайте не буду. Зачем? Заваривать. Хлеб взял для собак, для себя. Ну, для них, конечно же, еды только хлеб беру. Блин, рюкзак тяжеловатый получается. Ну, в принципе, все. Еще остается только пули, патроны, пауэрбанк. Всю эту хуйню, чтобы не забыть. Пули тоже возьму на всякий пожарный. Чисто ради безопасности. Стрелять из него точно никого не стану. Так, 3 пули хватит? Надеюсь. Так. Что еще? Вроде ничего не забыл. Нож с собой. Топор не буду брать. Так. Все. Не надо мешкать. Не надо мешкать. Сейчас быстро темнеет. Плащ еще будет. Пускай тоже будет. Так. И наверное, еще возьму. Если вдруг рыба попадет. Если порыбачу. Главное посмотреть, что нам
На реке там все вроде как. Интересно, вода пришла еще? Да-да, вода поднимается. Я вчера отмечал вот вечером. Сантиметров 5 еще от вода пришла. Ну вообще класс. Ну да. Сразу не замерзнет, я смотрю. Тулан. Это отлично. Сегодня еще переночуем. И завтра уже спокойно с утра будем собираться, дровишки заготовим и будем возвращаться домой. Сегодня будем бродить целый день. И просто так тут Айда ходит. Здесь глухари обычно выходят на это место камушки собирать. Красивый вид. Погода вообще отличная. Чуть-чуть ветерок, небольшой снежок и под ногами вообще тихо. Ну, такой сыроватый снег сегодня. Прям как по заказу погода. Ну, это хорошо. Сулан не знаю, где он. Он как выйдет в лес, все, его больше я не вижу практически. Объявился Тулан. Долго он бродил. Я не знаю, что и думать. Думаю, сегодня поход будет без него. Вернулся. Бродяга, блин. Мы переходим вот это гнилое место. Прилично тут надо идти. Но зато там дальше будет более-менее так. Лес хороший, сухое место. Болото, ручей. Каждый год туда я хожу. Если время будет, еще надо такой круг сделать. Там изба у охотников Строицка. Туда бы еще мне зайти, посмотреть печку. У них железная печка там офигенная, мне нравится. Я там частенько ночую зимой, в зимних походах. Надо бы туда еще сходить, если хватит времени, силы. Потому что, блядь, ползу, я не знаю, как черепаха. Не разгонишься. Ну, что в наших силах, пройдем. Самое главное, бездельник вернулся, интереснее станет. Как-то на него надежды больше. У него поиск побольше и может кого и поднимет. Впереди меня идут. Здесь тоже мои капканы. Вон они. Ну, здесь на Буране тоже езжу. Ездил раньше даже. Сейчас уже несколько лет в эту сторону не заезжал. Тут просека должна быть где-то. И вот на этой просеке еще там у меня капканы. Не знаю, не помню сколько. Штук 7, наверное. Но 10 даже и нету. Ну да, вон она, просека-то. Не чищена, конечно, вон. Чищу только я. Для езды, на Буране так прочищал. Вот она. Слева, справа там капканы так и висят. Уже несколько лет не настораживал. А толку, вот смотрите,
Сколько идем? Ни одного следа, блин. Ну, мышей нету. Вот и куница тоже ушла. Ладно. Можно там, конечно. Мы рано или поздно такой полукруг сделаем, на эту просеку выйдем. И будем уже по этой просеке идти. Но там гнилое место, блин, вообще. Я хоть круг больше сделаю, но тут более-менее. Это считается более-менее, ребят. Там вообще задница. Блять, спотел уже все. В таких местах потеешь, потом участок будет, и вот хорошо, скажем, идти. И начинаешь остывать. Как. Ну сейчас солнце выйдет, вообще класс будет. Вылезли я из этого болота наконец-то. Вот сосновый бор начинается. Ну и по такой тайге, по такому лесу буду ходить. Собаки не знаю, вот следы пошли туда. Но где они бродят, не знаю, не видел. Там впереди тулан лаял. Че он замолк? Всегда так. И вчера также облаивает и оставляет. Айда туда тоже побежала. Хрустит снег. Ну да, тишина. Че он кого там лаял, интересно? Белку, наверное. Скорее всего. Вон он туда-сюда бегает. Ельник. Тулан, кого там лаял? Корч. Оставил. Что за привычка, Походу где-то он тут лаял. На его лай я пришел. Ну, на елке там мало что увидишь. И следов куницы нигде не вижу. Собаки бегали. Ай, блядь. Все, оставил. Похрену ему. Где-то кого-то вот тут, в этом месте он, я слышал, лаял. Сосны здоровые, елки, кругом елки. Нет. Теряю время, ребята. Где-то белка, наверное, сидит все-таки. На каком дереве он? Тут что-то там они еще начали туда-сюда бегают. Где именно облаивал? Какое дерево? Нет, только собаки бродили. Это там. Это. Вот та самая просека в начале. Сегодня я говорил, показывал. Вот целый день буду ходить. Сперва
Километра 4 так пройду. По этой просеке, потом налево поверну. В круговую вдоль болота пройдемся. И потом уже будем круг сворачивать, возвращаться. А здесь уже обратно по своему следу буду идти. Фу-фу. Примерно так. Ну, сейчас буду идти медленно, спокойно. Это там я вначале как-то местами ускорялся, когда искал вот этот путь к этой просеке там. А сейчас буду спокойно идти. Где-то надо чаек еще глотнуть. Или сразу здесь, может. Давайте, наверное, сразу здесь. Стану на 5 минут. Передохну. Спешить некуда. Спешка к хорошему никогда не приводила. Глоток чая сделаю. Ну, перекус, ничего такого не буду. Просто вот в горле пересохло. Рыбу съел с утра. Как мы знаем, рыба любит. Без воды не может. Целый термос, блядь, литровый. Считай, почти килограмм. Надо разгрузить потихоньку. Собаки подтянулись. Это просто чаепитие. Пока кормить их я не стану тоже. Дойдем до болота, там нормально перекусим. С хлебом чай попьем. А сейчас просто вот. И самое главное, вот, как, знаете, как сладкое молоко я пью, вот, сгущенка. Вообще идеальный вариант, оказывается. Без заварки, без ничего. Бездельник лег. Пока тишина, никого не облаивали, ни одного следа. Животные, наверное, встали на стойло. Они сейчас вообще по первому снегу будут стоять. А остальные зверьки, вот белки, куницы, нету. Ни одного следа пока я не видел. Считай, уже прошли нормально так, несколько километров. Вкусно. Нереально вкусно. Я угадал с количеством молока, я вот что залил в термос, и он сладкий, калорийный получается, сладкий, калорийный, силы дает. Ну и горячее молоко, считай. Как, знаете, вот, я не знаю, с чем сравнивать. Это как мороженое, вот, растаяло мороженое, вот вкус такой же вот. Наверное, из сгущенки сделает мороженое. Как в детстве мы делали. Ай да там лает.
Опять елки. Тоже не уверен, лает. Глухарь залетел. Там глухарь был, взлетел. А тут непонятно, что он лает, лает. Проморгали глухаря. Непонятно, кого лает тут. Короче, я не высмотрел. Не знаю, на каком из деревьев сидит. И, скажем, тут 2 человека надо. Один долбит в дерево, другой вот со стороны смотрит, где шевельнется вот зверек. Ну вот слышит. Просто так она не лает. Кто-то там есть. Это стопудово. Ну вот где? Если знаю, что это белка, я вообще минуту не задерживаюсь. Просто высматриваю, может там куница сидит где. Очень густо там. И она слышит. Хорошо замечать, когда он на сосне сидит. На елках. Возле ручья очень даже возможно, что может быть и куница. Не высмотреть отсюда. Не вижу никого. Спрятался конкретно. Ай, да пошли, мам. Там глухарь был, блин, пока ты лаял, взлетел. Пошли. Вон там где-то он сидел на дереве. А тулан где, хрен его знает. Куда-то он туда он улетел. По возможности там пойдем. Сейчас мы отошли уже от просеки, все. Сейчас буду идти так наугад к болоту.